Газовики одну за другой отрезают трубы, которые соединяют многоквартирный дом с основной газовой линией. Нельзя допустить, чтобы несчастный случай, который произошел накануне, повторился вновь. Причиной таких мер стало отравление угарным газом в двух квартирах на 5-м и 8-м этажах 70-го дома по улице Мальсагова. Ислам Шадиев прошлую ночь помнит во всех деталях. Вся семья с 4 детьми была дома, когда все произошло. از مودش أنا از أشياء كونية صندر توصل از أشياء سبالني بيجي شدادة شكل حديلا كاز برويتيان از وجه سبالني الحقر يعني بريخوش كحيواجه يك إنيسن شكانه تك وجه سادة يعني كوجي سادة يعني أخيسيش أفضل الناس هيلي أهم خالص موجودين تاخ كاز دخان زاد جاته سادة واحداتش. За 3 часа до этого угарным газом отравилась еще одна семья, проживая в одной из квартир на 5-м этаже. Там пострадали 3 детей. Всего с подозрением на отравление в детскую республиканскую клиническую больницу доставили 7 детей. Сейчас на данном этапе все необходимые плановые обследования идут, и надеемся, что в ближайшее время дети выпишутся. На данный момент состояние удовлетворительное, жизнь детей ничего не угрожает. Как так получилось, что за одну ночь сразу 2 семьи на разных этажах отравились угарным газом? После обследования дома газовая служба выяснила, что причиной несчастного случая мог стать неисправный общий дымоход. Специалисты нашли в нем куски кирпичей, и труба забилась. Газ проник в квартиры. По словам газовиков, таких последствий можно было избежать, если бы изначально использовалось качественное оборудование. В данный момент хотел бы порекомендовать всем жителям и абонентам, живущим в многоквартирных домах, чтобы они пользовались турбированными котлами, то есть закрытые камеры сгорания. В некоторых квартирах, в которых мы провели осмотр, там стоят атмосферные котлы. Они не рекомендуются устанавливать в многоквартирных домах. В ходе осмотра газовики обнаружили, что дымоход еще на этапе строительства был сделан с нарушениями. И это также могло стать причиной ЧС. Кто виноват в случившемся, будет выяснять прокуратура. Прокурор Республики Ингушетия организовал проверку по факту отравления в ночь с 3 по 4 февраля 2021 года 2 семей в одном подъезде многоквартирного дома по улице Московская города Назрани, в результате чего пострадало 2 взрослых и 7 детей в возрасте с 2012 по 2019 годы рождения. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения города Назрани. В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности использования и содержания газового оборудования домовладения. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки прокурором республики взяты на контроль. Случаи отравления угарным газом в республике фиксируют все чаще, особенно в отопительный сезон. Несмотря на все предупреждения МЧС, напоминают и сейчас, какие меры необходимо предпринять, чтобы избежать ЧП. В первую очередь это ощущение усталости, головная боль, рябь в глазах, стуки в висках. И если такие симптомы наблюдаются не только у вас, а одновременно у нескольких жителей вашего домовладения, то стоит обратить внимание на исправность газового оборудования и наличие утечки. Пока идет проверка и не будут устранены все нарушения по части безопасности, жителям многоквартирного дома какое-то время придется обойтись без газа. Мера крайняя, но только так можно быть уверенными, что ЧП не повторится вновь. Микаил Тангиев, Хасмагомед Майсигов, Новости 24.